что вот это межплеменная вражда, она сильнее всего. И вот даже смотря на эту статью, это человек из Ташауза. И кто пишет о нем, это тоже ташаузцы. И хоть даже они и живут на Западе, они вроде бы, он молодой человек, но от этого межплеменного вот этого родоплеменной этой связи они никуда не ушли, они хотят выгородить, они хотят сказать, что нет, наши хорошие, мы вот такие, это не мы виноваты, это не Язов виноват, это Бердымухамедов виноват. Нет, мои дорогие, виноваты вы все, понятно, которые позволяете это и служите, потому что когда вам выгодно, вы все хорошие, а когда приходит время расплаты, они вдруг вспоминают, что они из другого племени. Вот это должно быть четко разграничено и разделено. Понятно, я тоже туркменка, да, я другой национальности, но это моя земля, это моя родина. И в продолжении вот к твоему, чтобы были прок, я сама лично проклинала и Алла Кулиева, и Хаид Хакаева, потому что это не люди. И когда они были у власти, когда они этими полномочиями наделены, ты понимаешь, это такая вседозволенность, это такое всесилие, ты понимаешь, и сейчас, после того, как они лишаются всех этих заслуг, всех этих привилегий, и уходят туда же, где их не жертва, а они прекрасно знали, куда они уйдут. Потому что, ты понимаешь, при вот этой власти, при вот тому, как они все это построили, это надо быть просто круглым идиотом, чтобы не думать, что ты там не окажешься. Это относится и к сейчас, и к сегодняшним служителям. Ведь, в общем-то, у Бердымухамедова есть орудие, с помощью которого он запугивает, он устрашает всю эту массу туркменского народа. Да, сейчас, в общем-то, больше коренных туркмен. Русские, кто вообще евреи, кто могли убежать, армяне, все ушли. Остались одни... титульная нация, туркмены. То есть, зная своих людей, зная их межплеменные, в любом случае, взаимоотношения и ненависть, диктатор пользуется, и это его единственное оружие, которое он может сталкивать лбами свой народ. Они знают, что они делают. И поэтому люди, которые и сейчас находятся в стране, которые, обращаюсь я к женщинам, это только женщины могут спасти своих мужей, спасти своих отцов, спасти своих братьев. Потому что если бы они вместе встали и сказали «нет, мы не допустим этого», такого бы не было, Халмурат, ты поверь. Потому что я шла на смерть, когда я боролась за Гильды. И он меня схватил, и я говорю: ты хочешь меня избить? Он говорит: нет, я хочу тебя убить. И там были свидетели. И я не боялась этого, я знала. И сколько мне еще говорят: у тебя своя жизнь. Я говорю: у меня нет своей жизни без него. Это он моя жизнь. Ты понимаешь, у кого какие ценности. Я не собираюсь, конечно, хвалиться, хотя можно сказать, что да, это тоже хвала, ты понимаешь? Потому что за свою любовь, за свою семью нужно бороться. И только в борьбе мы можем победить вот этих нелюдей, которые правят нами. И не обелять их, и не говорить: уже этому Утузову все равно, он сдох и лежит там. Понятно? Или это Алла Кулиев. И я говорила им, и в лицо говорила, и они знают. Понятно? Комитет сотрудники тоже там не умерли. И боролись мы не на жизнь, а на смерть. Поэтому мы выжили, поэтому мы сейчас здесь сидим и говорим. И я могу это сказать. Потому что мой отец родился в Ташаузе. Мой дед всю жизнь там работал врачом и спасал людей. Мой дед и моя бабушка похоронены в Ташаузе на кладбище Ахмадбаба. Неважно, какая нация, а тем более племя или регион. Человеком надо оставаться. Ташауз для нас родное место. Народ имеет право. Халкын хакы бар. Юль, я согласен с вами и в этом тоже плане, что только женщины, матери, женщины, жены, женщины, сестры могут сделать очень многое в Туркменистане ради спасения своих близких и родных. Вот за эти 27 лет, что я в оппозиции, я видел, кроме вашей семьи, можно посчитать, можно семью Шейх-Мурадова, и то относительно, которые боролись за своего близкого человека, который находится за стенкой Ниязова. Боролась еще семья Климовых. Если бы не вы, если не ваш этот самый, сказать, ваш, даже я не скажу, это труд, это не ваш подвиг и героизм, если бы сегодня не жили, это тоже очевидно, это факт.
Конечно, я вам благодарен, и вы как пример хороший и добрый для наших людей, для наших женщин в Туркменистане, что как-то надо самим научиться бороться, подняться с колен, бороться за свое человеческое достоинство. Спасибо, что вы есть такие, всей вашей семьей дружной. Приехали, не спрятались в кусты. Тысячи, десятки тысяч, которые живут по всей Европе, из туркменистанцев или туркмен. Кто из них сейчас борется в открытую против этого режима? Вот вы 2 года уже в Европе. Видели тех? Нет. Видели тех, которые еще 5 лет назад были сотрудниками на Радио Свобода, журналистами расхаживают по всей Европе? Они хоть одну статью бесплатно ради своего собственного народа записали последние 5 лет? Нет. Значит, и люди и там тоже работали только за зарплату. Тут очень много больных вопросов, которые можно нашему народу рассказывать часами. За слезы, страдания нашего народа в Европе тысячи людей стали богачами, миллионерами. На тех же грантах незаслуженных. Пусть получают, я не против. Но что они сделали? Где отчет? Кого они выручили? Кого они вызволили из этих тюрем? Это не правозащита. Правозащита защитит права того, который лишен этих прав несправедливо властями. А кто это сделал? Ведь поймите меня правильно, я сам участник многих европейских совещаний, посвященных Туркменистану, но я перестал с 2006 года, потому что я понял, там мы ничего не сделаем сами, пока народ не поднимется. Но тут, до вашего появления, до выступления Дианы Серебряной, почему вот эти правозащитники, которые десятилетиями получают гранты, ни один из них ребром не поставил вопрос о туркменистанцах, о сидельцах. Ведь там в туркменских тюрьмах сидят люди с двойным гражданством, большинство из них, которые имеют туркмено-российское гражданство. Почему только Диана Серебряная осмелилась дважды за 1 год задавать вопрос министру иностранных дел России Лаврову, а остальные правозащитники сидят вон в конце зала там и потихонечку себе в блокнот что-то записывают. Ведь они участники всех этих совещаний. За счет грантов они это все посещают. За счет грантов они семьи свои содержат. Где совесть у людей? Вот какой у нас диктатор, такая у нас правозащита. Какая у нас диктатура, такая же у нас и оппозиция. Я еще в 2007 году сказал, в январе, все, закончилось. В Туркмении нет оппозиции за рубежом. Есть люди отдельно, которые приехали только лишь бы зацепиться здесь, или еще хуже того, отмыть наворованные в Туркменистане миллионы своих долларов. Вот и все. Поэтому груз и поныне там, поэтому диктатура правит бал Туркменистан. Поэтому родоплеменное деление у нас. Вы правы. Значит, пенсионная система, тюрьмы, издеваться над заключенными Ниязов доверен личному своему охраннику Ахмураду Раджепову. А вот аресты и издевательства КГБ системы, вот это все доверен таким, как Бегмурат Отузов. Почему Ашхабад был заполнен в одно время людьми милицейской формы уроженцев Ташкентской области? Это же тоже правда. Вот Балканского, есть наши палачи там. Я про одного уже сказал. Поранберди. Он палач туркменского народа. Он служил этой системе. Там есть чинами ниже. Реджеп Пуханов, бывший этот самый губернатор Балканской области. Он тоже служил верой и правдой палачу Ниязу. В конце-то концов, его самого же палачи уничтожили, задушили и бросили в песках Караку. Пожалуйста. То, что они планировали делать, издеваться над простым народом, сами и получили. Но не надо их смешивать, жертв и палачей в одну кучу и вешать их портреты в галерее почета. Я покажу, этого не позволю никому. Вот об этом я могу и хочу сказать себе. Пусть каждый подумает над своим, как говорится, и поведением, и что пишет, и за что придется отвечать. Это придет время. Если передо мной не ответите, ответьте перед сыновьями Хошала Гараева, перед детьми Мухаммед Гулай Мурадова, перед детьми того же Аждара, всех остальных.
Они не допустят, чтобы именно их отцов были очернены таким вот способом палачи и жертвы в одном ряду. Нет? А чтобы знать правду, я еще раз повторюсь. Хакикаты bilmeye халкın hakkı var. И это мы будем говорить об этом на наших передачах. С вами, с Гельды, с другими людьми, кто хочет. Трибуны наши открыты всегда. Пусть приходят выступать своими именами. Мы для всех открыты. И спасибо, что вот вы, вот лично я хочу сказать спасибо за вот ваше вот последнее выступление, вот что было вот в Италии. Оно очень резонансное выступление. Вот, посмотрим теперь. Самое главное, что народ Туркменистана должен знать, что у них есть мы. И они могут обращаться, и мы будем каждую историю, каждый случай людей доносить до международных правозащитных организаций. Когда была я там, я этого не знала. Поэтому народ имеет право. Халкın hakkı var. Sağ ol. Halkın hakkı var. Hakikaten hemşehriler. Ey ilahi emine, adan yolu, atlanalım, atlanalım. Adan yolu, atlanalım, atlanalım.